вот парламентская форма правления, да, вот в течение 10 лет у нас не обеспечила полной прозрачности власти. Народ перестал доверять парламенту и членам парламента, которые избирались по партийным спискам, они перестали быть представителями народа, слугами народа. И это привело к необходимости создания народного Курултая, который имеет место быть вот новой редакции Конституции как совещательный, консультативный, координирующий орган. И все полномочия Народного Курултая будут прописаны в Конституции. Это тоже возникло из-за необходимости. Народ перестал доверять парламенту, не могут обратиться. К президенту прошлой редакции тоже нет. И сейчас Народному Курултаю тоже определены особые полномочия. Народный Курултай может заслуживать вплоть до президента, спикера, төрага Народного Курултая. Это, я думаю, что это большой прорыв в демократии, потому что история кыргызов показывает, что Народный Курултай всегда был, и Народный Курултай решал наиболее такие актуальные проблемы в историческом развитии.